Здравствуйте! На Первом национальном телеканале Осетия и Рыштон проект «О людях и для людей». Гости эфира – самые разные герои, те, кто оставил свой неизгладимый след в истории, культуре и общественной жизни Осетии. Те, кто составляет ее гордость сейчас и будет прославлять дальше. Надеемся, в нашем проекте каждый будет себя чувствовать легко и непринужденно в своем кругу. Благодаря ей осетинская гармошка зазвучала по-новому, ярко, мощно, с неповторимым колоритом. Ее пальцы оживляли мелодии, которые знал и любил каждый житель Осетии. Она не просто играла, она рассказывала музыкой истории своего народа, передавая традиции из поколения в поколение. Она доказала, что народный инструмент может звучать так же глубоко и профессионально, как и классические инструменты. Ее выступления собирали полные залы, а ее имя произносили с гордостью. Сегодня мы вспоминаем удивительную женщину, чей талант и преданность искусству навсегда вписаны в историю осетинской культуры. Народную артистку Северной Осетии, заслуженную артистку Российской Федерации, легендарную Симу Ревазову. Спасибо, что пришли к нам в студию. Дзырас, что-то хотели это видео именно прокомментировать. Марина вот спросила у меня, сколько же ей лет было тогда. Почему возник вопрос? Она играет на легендарной гармошке, которая была в оркестре, так сказать, радиокомитетовская гармошка, как мы все ее называли. Она достаточно сложный инструмент. Своего инструмента у нее не было, значит, это было очень давно, скажем так. Я предполагаю, что ей лет 35 там. Ближе к 40, вот так вот. А что, в чем сложность? Там просто гармошка, там басы были двойные, на разжим один бас, на сжим другой. И поэтому, если ты вовремя не менял мех, то получалось... То есть музыкант все время думал. Не просто играл, а думал, да, чтобы распределить таким образом, чтобы его хватило и туда, и обратно. Гармошка, она же имеет, да, она может закрыться там, где, если ты не подумаешь, и ноты такой уже не будет. И вот поэтому она... Если ты мех закроешь раньше времени, то прозвучит... Или он же до бесконечности не может тоже как бы другой. растягиваться, поэтому... А еще я смотрю вот на нее, и я просто знаю, как она всегда волновалась перед записью. Она могла ночь не спать. Она и без сцены не могла
была, в общем-то, да, и это ее призвание было на самом деле, но она очень волновалась перед каждой записью, даже если это запись. И могут быть дубли. Перед живым концертом, но это товарищи, уважаемые артисты подтвердят, что это супер волнение, конечно. Мне, правда, посчастливилось, на самом деле это именно так и называется, посчастливилось поработать вот с таким человеком. Вот, насколько я ее знал, она была невероятно пунктуальная, невероятно ответственная и невероятно, наверное, щепетильная не только по жизни, Перфекционист. да, а вот именно в профессии у нее были прям вот очень-очень высокие стандарты. Поэтому она и волновалась, потому что она понимала степень ответственности, что такое музыкант выходит на сцену и что он должен донести. Высокая степень ответственности на сцене, а дома как? Какой она была дома? Родилась она в Ардоне в 29 году прошлого столетия, 29 декабря. На тот момент в семье уже были старше ее, 3 сестры и брат. В общем-то, она была младшая. Как она всегда сама рассказывала, уклад в семье был достаточно четкий и строгий. Как и в любой осетинской трудовой семье, они были очень трудолюбивые. Все сестры и брат, они очень много трудились и по дому. И, знаете, тогда был, что в селе был? Колхоз. Да? Дедушка работал в колхозе, и каждая из дочерей начинали там свой трудовой путь очень даже в раннем, можно сказать, возрасте. Мама, поскольку была самая младшая, она всегда хвасталась тем, что ей доставалось по дому только уборка, а все остальное, значит, это готовка, и уход за огородом и так далее, такие серьезные работы доставались сестрам. Вот с нами здесь сейчас присутствует моя старшая двоюродная сестра, это Людмила, она дочь старшей сестры мамы Марии, Мани, как мы ее называли. Маня была очень строгая в семье, потому что после мамы она была им как мама. То есть мама занималась хозяйством, а она отвечала за младших детей. Раздавала им задания. Сержант такой, в общем, в семье. Вот. И если ты сделал что-то не так, в общем, ты получал по заслугам. Как было, Людмила? Да, мама доверяла только Симе поливать цветы. Потому что другие, поливая цветочки, она уже поняла, что кто-то должен или листочек поломать, или цветочек не так полили. Симе поручили, и она с удовольствием это делала. И потом и на гармошке мама научилась ему играть. Да, это так. А мама играла 3 пальцами всего. Тогда, наверное, и так играли. И Сима переняла эту манеру игры. Булик часто ругал. Да. Говорит, он вспоминал часто, 3 пальцами она пришла играть в коллектив. И переучиваться было сложно. Такая была семья, техника дружная. И, естественно, весело было. Бабушка, собственно, наша играла на гармошке, потом мама переняла игру на гармошке, и Симе все пробовали. А вот поскольку моей маме настолько некогда было... Она профессионально не пошла дальше? Нет, она вот была как-то занята, бабулечка часто болела, и маме вся тяготы семейной жизни легли на нее. А Симе вот повезло в этом смысле, несмотря на то, что они... Вот ей было во время войны сколько? 15 лет всего-навсего. Они успели поработать, рыли окопы и так далее, и так далее. Все, что было связано с военными действиями, она во всем этом принимала участие. Ветеран тыла. Они все, и она в том числе. А потом получилось так, что вот она очень увлеклась игрой на гармошке, а потом как талантливого ребенка ее обнаружили там в Ардоне и пригласили уже. Да, давайте интересно. Ну, было такое время, когда, собственно говоря, ездили по селам. Раньше, да. И отбирали талантливых детей со слухом, кто что умел делать. И забрали ее тогда тоже в город.
Она поступила в музыкально-педагогическое училище, в котором она училась, и уже поскольку достаточно сложно было с преподавательским, видимо, составом тоже, и уже учась на последних курсах этого училища, она уже начала преподавать. Там класс Домры был, насколько я помню, да? Домры. Вот я из первых. Да, вот Светлана Туаева, одна из первых ее учениц. И до сих пор ее с благодарностью и вспоминаем. Да. В 1957 году у нас в республике был первый фестиваль. И мы тоже участвовали в самодеятельности. И в фестивале присутствовала жена этого Галазова, Рима Степановна. И она как посмотрела, мы и пели, и играли. И она позвала нас: вы хотите поступить в училище? Я говорю, почему нет? Вот и поступили мы в музыкально-педагогическое училище. Это со мной поступали Алла Хурумова, Антонина Джанаева. Там из сел, почему я их вспоминаю, все были девочки из сел. И Сима, когда посмотрела, что мы играем на гармошке, немножко, хотелось ей, чтобы мы грамотно научились играть. И она стала с нами заниматься. Вот так и она нам домру... требовательная была, как педагог? Да, или мягкая? Да, домру она нам в основном преподавала, домру. Но вот когда видела, что мы играем немножко на гармошке, все девочки из сел, она решила с нами заниматься. А вот расскажите ту историю, когда на Новый год она вас позвала, или после Нового года, да. Уйдишь Новый год, 31 числа, урда мархаут там абун. Пожалуйста, маурок куднуазун масса унжахт. Мы самбасы там бахош тун дуарма мамра кашти худгая. Бамберштау маурок мербастан, мы с удовольствием жахтарасу мидем жагама бастан. Шехшабы сам ногажен с харинок таудуду на и угостила, конечно, все положила, чай выпила, все. Мы что кусатану дел акоду кутуном раштер. До этого тоже еще не поняла, но она со мной позанималась. Это ее хорошие качества, конечно. Я думаю, вот Карума дернабашцинат удыште, уманма музыкалун салону куштун, пионерты галуана, электроны, мамамью. Вот айвады фандагл кайфандеди, удонью симама барваштун. Маудону штека кушенс, мана Пухаева, Лариса, заслуженный работник культуры во Дворце пионеров, Худеева Альбина, электроны, куши. В Беслане работает Хамицаева Луиза. Их не перечислишь. Они, как сама она педагог, с меня тоже только педагог в основном получился. Я не говорю, что я такая исполнительница или штуфала. Педагог, и как за мною, которые поступали, Симама, тоже самые педагоги, вот все, вот они. Это большой вот труд, это призвание. Да. Да, вот так. Вот то, какая она была хлебосольная, такая, Суслан, тоже. Да. Я вот немножко хочу, вот Люда вот говорила, Людмила, и кое-что вспомнит тоже. Во-первых, опять же, наверное, просто повезло, что вот наши старшие очень дружили. Во-первых, мы соседи в Ардоне, да, на одной улице. И Сима была ученицей моей бабушки. Моя бабуля преподавала в духовной семинарии и в школе номер 2. Она тогда не вторая школа называлась, Ардонская сельская школа называлась. И бабуля же у меня гармонистка, играла тоже. И вот она, Люда Денхаш Магашкер Падакоттон, они очень дружили, правда. Вот ваша Зарета и наша Зира. Да, они одноклассницы, но они еще кангахота настоящие, которые вот Ирон дал Магашка с обрядом, то, что кангахота делалось. Это, во-первых. Во-вторых,
Сима рассказывала, Раиса Бускиевна, говорит, она у меня, говорит, обучала игре на гармошке, и говорит, я к ним приходила домой, и на ее гармошке она, говорит, меня учила. И вот бабуля это тоже вспоминала, и тоже говорила, а сингл сдаман на кушта семейн, на дамзе же та сахдан, мадамна и сахдан котном фаладамой. Я хиштар ходамой, автошаху там автобажа. А Сима Серафима Гамболовна, значит, она что вспоминала? Я, говорит, приходила к ним домой, вот к Раисе Бускиевне, и говорит, только мы начинали урок, тут, говорит, приезжал ее брат, Муца его звали. А он, говорит, такой был, очень веселый, такой, у него, говорит, там куча уаржат-то было и так далее, и так далее. И он, говорит, меня сажал, значит, в Бахуардон, это вот... Тележку, да. Типа я отвезу Симу домой, они чуть повыше там жили. Да. Естественно, говорит, он нас отвозил, меня, говорит, отвозил, и я, говорит, часами сидела в этой бричке, ожидая его, он, говорит, кому-то заходил там в гости, а я, говорит, бедная, приходила именно на гармошке поучиться. И вот такие вот много очень таких вот жизненных, реально, вот историй села, так сказать, истории реальной жизни, истории реальных людей. Это вот мы с таким удовольствием это всегда это слушали. И она это сама часто вспоминала, когда мы дома бывали. Конечно, это вообще отдельная тема. Прийти вот с Мариной, с Ирой Мистуловой. Вообще как-то собиралась всегда одна и та же компания. На протяжении, наверное, последних 20 лет ее жизни, начиная где-то с 97-98 года, никогда не было такого, чтобы мы не пришли поздравить Симу Гамболовну с днем рождения. Да, 25 декабря мы ходили к Хутуговым Мистулову поздравлять, 29 мы ходили вот одной же компании к Есиевым. Я вот даже помню такие моменты, когда вот мы приходили, так сказать, без предупреждения и вообще не по поводу какому. Просто проведать Симу Гамболовну, посидеть, пообщаться, потому что мы очень любили ее рассказы, любили ее наставления. Ну, для нас это большая школа была, конечно же. Приходили мы, как правило, вот трио Фандер у нас было, я, вот и Света Илканова, и Залина Гусава, они как раз ее выпускницы. Я-то Газданова выпускник. Ну, вот, и, ну, очень тепло это все бывало. Вот мы могли вот так без предупреждения приехать. Буквально, сейчас есть готовая кухня, то есть можно позвонить, такой пир организовать в доме, да, за 2 секунды. Просто набрать номер. А там не так было. Буквально за пару минут Сима Гамболовна, у нее все время в холодильнике тесто бывало. Замороженное постоянно тесто. Вот мы пока там на ее гармошке там пиликали, чего-то там развлекались, она вот ходила туда-сюда, что делала с нами, общалась. И вот очень незаметно, буквально за пару минут, она могла сделать шойфахта, либо пироги, накрыть такой стол, как будто она вот к этому дню готовилась. Это просто уникально, да. Вот такая была настоящая осетинская хлебосольная женщина. Спасибо. У нас есть ваши архивные кадры. Давайте мы их посмотрим. Давайте, да. Браво! Браво! Умница, Сима Гамболовна. Вирас, а вот после Моспедучилища дальше как складывалась жизнь? Куда дальше ее направила жизнь? Ну, Моспедучилище. Затем она пришла в оркестр. Если я правильно говорю, то тогда руководила оркестром Давыдов. Вот. Леон Семенович. Леон Семенович, да. Она играла на гармошке, и какие-то произведения исполнялись также и на домре. Вот. И я не помню точно в каком году, когда уже организовалось отделение КПР, так называемое, да, просветработы при училище. Она еще в Муспеде продолжала. Да, она работала в Муспеде, все, да. Годы. А потом пока не открылась. Когда открылся КПР, тогда ее уже Лариса Каспулатовна пригласила ее, Булата Газданова пригласила как преподавателей в этот нынче колледж культуры.
Да. И там она уже до своего выхода на пенсию отработала все эти годы. Причем работала с очень большой самоотдачей, с очень большим удовольствием. Это ведь на самом деле очень счастливый человек, да, когда он ходит на работу, ой, опять на работу идти. Ну, это, да, мы же все, да, знаем, как это... Вообще это накапливаемый стресс, по-моему. А когда человек идет на работу, потому что, ну, как же можно не пойти на нее, да, и вся его... Я, честно говоря, вот уже когда она была в пенсионном возрасте, каждый год за нее писала заявление о выходе на пенсию. Я говорю, неси сегодня 1 сентября, да, и Ларисе это Каспалатовне. Она ждала, пока я закончу. Не знаю, чего она ждала. В общем, утверждала, что да нет, мне сказали, что поработай еще. И каждый раз вот этот вот небольшой скандал у нас бывал. Потому что я понимала, что это все-таки уже, знаете, какой труд. То есть, если вы заходили когда-нибудь в училище искусств или в колледж культуры, то есть постоянный монотонный, немонотонный шум. Это громкие звуки, это нагрузка, конечно, для здоровья ее была. Здесь еще как врач рассуждает. Да. Не просто так, да. Вот, ну и потом работа с, чуть не сказала с пациентом, работа с учеником. А ведь не все ученики, знаете ли, прям, да, даже не в прилежности, тут дело не в прилежности, а в способности, в таланте, я бы сказала. Да? Когда талант, это ты работаешь просто в удовольствие, он тебя понимает на ходу, схватывает, а тебе твое дело поставить технику, что-то помочь ему понять это произведение, как бы, да, чтобы он уже душу туда вложил, технически отработать. Вот. И, к слову сказать, когда была пора приемных экзаменов, бывали девочки, сначала было прослушивание, по-моему, да? Бывали девочки, да, и мальчики, которые, ну, просто она видела, что наметанным глазом, ну, из него будет толк. Если даже они там на других предметах, скажем, русский язык, история, что они сдавали, они, конечно, может быть, не очень хорошо учились и в школе, где-то слабовато, в общем, они не конкурентоспособны были на этих дисциплинах, да. Она ходила с ними и, в общем-то, их протаскивала, конечно, через все преграды для того, чтобы были способны ученики в училище, на самом деле. Суслан вспомнил про трио Фандыр, и там тоже ученица. Ну, давайте пока посмотрим это видео, музыкальный номер, потом вернемся. Молодые, красивые, с шевелюрой.
запаха, чтобы лапучи учивсалха. Запахуна. Не умрешь от скромности. Запах лапучи. Гордойна, гордойна. О, барга. Барга мама куается, курая барга. Красиво, очень красиво. Зема, как ваша встреча состоялась с Симой? Когда? Это было в оркестре? Да. Я пришла в оркестр в 60-м году. Сима играла. И как вот здесь сказали, я видела, что она 3 пальцами играла. Но Газданов... Ну, я пришла к Овечкину Геннадию Ивановичу. Я пришла к нему, и она еще играла вот так. Овечкин при мне года через 2-3 уехал в свои края. Дирижером стал наш уважаемый, любимый наш Булат Гатоевич Газданов. И она его... Он ее быстро... Переучил. Да, и она при мне уже играла очень. Игра Симы, ну, ни с кем не спутаешь. Поверьте мне, когда я слушала, вот сижу рядом с ней, она гармошка, я сижу рядом, начинала играть, мне уже не хотелось играть, мне хотелось только сидеть и слушать. Ее лирика, а я, видимо, лирик, и ее лирике, ну, нету равных, ну, нету. Но я все-таки хочу чуть-чуть вернуться к ее бытовой жизни. Так. Какую я ее узнала. Суслан меня опередил удивительно. Но все равно я расскажу свою историю. Значит, создала она там внутри квартет. Это Гуреева Роза, это Кодзасова Люба, это Агаева Зеппа и я. И она. Это, конечно, квинтет. И в вот оркестре? Отдельно, ну да, отдельно, да. Ну, так как у нас студия эта была очень-очень занята, после нас всегда вся республика, не только республика, а в Кавказ, туда съезжались, места не было, где позаниматься. Зем, а давайте вот сейчас посмотрим фрагмент этого видео и потом Вот продолжим, да? Давайте, внимание. Вот, да, вот точно. Зима какая сидит, пожалуйста. Ты помнишь это? Конечно. Сейчас расскажете. Ты видишь меня? Конечно. То, что Помните на природе, этот день? на природе, да. А где? Какой-то На студии, город? на студии. Во Владикавказе? Да, конечно. Она пальцами разговаривала. И вот такой она создала, вот такой, это здесь квартет. Да. И занимались у нее дома, у вас дома. И вот как Суслан говорит, это было удивительно. Когда он начал говорить, ничего себе, это наш, всегда это было так. Значит, она нам говорит, вы позанимаетесь, вы там настройте, вы там что-нибудь сделаете. Я не знаю, по нашим выводам мы долго не занимались. А на столе уже блинчики и мед. Ага. Их не собственный. Да, мед. Вот так. Или что-то еще, как Суслан говорит, все время так. И вот так мы тепло занимались, тепло работали. Ну, мы здесь, как видите, на балалайках играем. На сегодня я взбудоражила всю республику, возродила Дала Фандыр, и республика заиграла на Дала Фандыр. Что еще хочу сказать о ней дома? Хотя я была моложе,
Но я очень сильно следила за жизнью вот этой семьи. Симу я ставила в пример республики, пример всей Осетии, как надо жить с нахе и со свекровью. Так, давайте, расскажите. Это было очень удивительное. Она о ней рассказывала то как анекдот, то как сказка, то... И невозможно было ее не слушать. И невозможно, я все знаю. Времени такой нету. Давайте где-нибудь соберемся в кафе, я вам много расскажу. Сладкая, необыкновенная женщина. Сладкая, необыкновенная. Она не различала. Мы все были в оркестре как будто одногодки. Ну, вы так рассказываете. И возглавляла она, водила нас за собой. Симочка наша. Ну, то есть никогда даже не ругались, никаких конфликтов. И в семье даже не было этого? Наверное, нет. Знаете, как вот то, что я застаю, да, ну, я тоже в семье младший ребенок с большим отрывом от своих старших, вот. А бабушку, слава богу, я застала, она умерла, Царствие Небесное, когда я была во 2 классе, но бабушка была всегда, знаете, вот не поверите, она иногда, сидя у телевизора, вот в таком положении, никогда не вот так вот, а вот в таком положении засыпала. И, то есть она никогда себе не позволила даже облокотиться на спинку. Она была всегда, ну, громкого слова я не слышала от нее, естественно, а всегда у нее было ровное, спокойное, очень приветливое настроение. То есть к нам постоянно приходили, ежедневно к нам приходили гости. Вот когда бабушка была жива, такие же старушки, когда много было старушек, такие же пожилые люди, женщины, и они вот, она их очень так принимала, она делала, как вот передают, так сказать, те, кто пробовал ее пиво, она делала просто отличное пиво, жадой, да, такого я настоящее пиво. Нигде не пробовала, Бог ей подарил еще и друга. Вот так прожили. Вот да, так прожили. И, конечно же, Сулейман тут папа. И Сима. Пример. Папа у нас это глава угла. То есть никаких... Какие могли быть скандалы в том понимании, в котором мы сейчас знаем, что такое семейные скандалы, ссоры? Потому что все зависит, вот говорят от женщины, все зависит от мужчины. Потому что какой порядок он поставит в семье, такой и будет. Ну, на радио работал, да? Папа, да, Сульман Хаджимуратович Евсеев, его многие знают, сейчас это ГТРК «Алания», но это было северо-остинское телевидение, северо-остинское, северокавказская ветеран войны. Я предлагаю это настоящий ветеран. Он был ветераном войны от первого и до последнего, и даже не до последнего, до 46-го года. Он был в армии, действующей армии. Всю войну прошел? Всю войну, да. В Австрии закончил войну? Да. И в 46-м году только ее вернулся. окончил. Вернулся, да, потому что там части наши оставались, и, в общем, в какие-то области они патрулировали. А поженились они когда? Поженились они в 1951 году, 9 сентября, как сейчас помню. Вот. И почему мы знаем? Потому что мы делали очень хорошее мероприятие. Это их серебряная свадьба. Ой, серебряная тоже была, и золотая. Это была необыкновенная свадьба. Да, и в общем, я, конечно, даже предложила план приехать им на папиной оке, украшенной шариками, фонариками, но папа, конечно же, не понял юмора. Вот. Они прожили, ну, как сказать, хорошую, счастливую жизнь. Это как бы избитая фраза, но такого примера взаимопонимания и взаимоуважения, к сожалению, наверное, я просто вот Поэтому я сказала, что пример всей Осетии. Да, потому что всегда, куда папа смотрит, туда и мама смотрела, а не наоборот, кстати, многие так думают. Вот, потому что папа был тоже очень сдержанный характер, он казался всегда мягким человеком, но я, например,
очень фильтровала то, что я говорила, то, что можно сказать рядом с ним, то, что нельзя сказать, и как себя вести рядом с ним. И вот этот уклад, который ненавязчиво был у нас в доме, то есть никаких громких слов. Папа не выносил громкую речь или кто-то когда-то, даже если мы с мамой что-то обсуждаем чуть-чуть на повышенных тонах, он сразу настораживался. Почему вы кричите? А вроде бы творческая женщина, эмоциональная должна. Она эмоциональная, но вот представьте себе эмоционального человека, тут вся порода ревазовская, очень эмоциональная, прямо скажем. Очень эмоциональная. Это просто энерджайзеры какие-то, вот кого я из ревазовых знаю. Вот вы знаете, действительно, это какая-то фамильная черта. И представьте, что сколько нужно было работы над собой, чтобы вписаться в этот быт, вписаться, все ее родственники с есеевской стороны, если они вот сейчас смотрят нас, они не дадут, что называется, не дадут соврать. Они ее все очень любили, она их тоже очень любила. У меня была моя тетя, папина двоюродная сестра, ну, две сестры, которые остались одинокие. И я до сих пор помню, не очень-то я любила этого, но каждую неделю мы ходили их проведывать, еще одну папину сестру. Ну, то есть без внимания она не оставляла ни одного нашего родственника. Ну, вот такая семья. С Сулейманом, на самом деле, у них такие отношения были, вот даже мы, вот я представляю, как ваше поколение, это вот, ну, более тесное общение, но даже когда вот мы пытались что-то или делать, или репетировать, знаете, вот мы вот с нашим трио «Фандыр», мы и так благодарны. Когда мы делали наш первый концерт сольный, к сожалению, на этот момент Сима Гамбуловна поломала руку свою правую, и она очень долго была в гипсе. А у нас там предполагался по сценарию вот, номер с нашими старшими, с нашими педагогами. Вот, как я и сказал, я выпускник Газданова, девочки выпускницы Ревазовой, но там еще участвовала Ира Мистулова, да, потому что, хоть она никому из нас ничего не преподавала, но мы все выросли на их творчестве, поэтому вот говорят же, наши учителя не те, кто нас учит, а те, у кого мы учимся. Вот мы, конечно, учились вот у этих трех корифеев, и поэтому мы Ирину считали тоже как-то нашим педагогом. И тут такое дело случается, и, представляете, Сима поломала руку. Она из-за нас, во-первых, помнишь, да, Цера, как это все было, вот, чтобы нас не подвести, она попросила намного раньше снять этот гипс, ей этот гипс сняли, и ей тяжело было играть. Не то, что играть, она двигать не могла пальчиками. Представляете, вот несколько месяцев ходить, а потом она даже еще не разработанная вообще никак, а приходилось играть. Она вот такие усилия прикладывала, чтобы нас не подвести. Она бедненькая, она прям вот часами сидела, как студентка сама занималась, лишь бы нас не подвести. Я вот это никогда не забуду. И в итоге она выступила, есть эта запись, она очень красиво сыграла вот Зарину, мы ее аккомпанировали. И вот когда мы этот номер, значит, готовили, ну, репетировали, все вообще, это незабываемые какие-то моменты из жизни, вот с тремя вот такими величайшими людьми провести. Вам повезло. Да, нам правда посчастливилось, да. В общем, вот мы сидим. Конечно, это бывало очень и смешно, и смех, и грех, как говорится. Не все даже, вот как Зема сказала, расскажешь. За кадром расскажу вам это все. Это такие моменты бывали, да? Можно, рассказывайте. Значит, как они друг друга подкалывали, как они, значит, друг друга поджучивали, смеялись друг над другом. В общем, эта репетиция превращалась вообще... И в самый какой-то, значит, ответственный момент, когда вот ни с того ни с сего это каждый раз бывало. То есть мы вот говорим там о нотах, о жизни, смеются там, вообще неважно, что бурлит все, и в самый неожиданный момент Сима Гамбуловна говорила: послушайте, вот вам делать нечего, у меня дома Сулейман, мне надо Сулеймана покормить. На этом заканчивалось все, и репетиция, и все, и мы, конечно, вот так она, конечно, с таким почтением относилась к своему супругу. А давайте посмотрим фрагмент такой репетиции, тоже у нас есть архивные кадры.
Там сзади вот кто сидит, Марина? Зоя. Не, не Зоя, нет, нет, не Зоя. Марин, вы были, да, вот на этой репетиции? Я как раз стою там рядом. Так. Рядом стояла Дзера и старшая дочка Симы Ляля. Да, они пришли тогда. Просто Сима уже не работала в этот момент. Она просто пришла, да, и Булат ей дал гармошку. Говорит, а ну-ка, давай вспомни. Там же. Это много лет она уже не работала. Просто пришла в гости. И вот, возможно, даже это я снимала. Может быть, даже и такой момент, да, на телефон, да. Зема, давайте вернемся в оркестр. Да. Как в оркестре вернемся. работалось? Мы часто оркестром всем бывали у них Гушера, дача. Там ночевали. И не одну ночь. Прямо привозила на нас, как в дом отдыха. Отдыхайте хоть неделю. Вот так мы жили. И я никогда не забуду Симу. В оркестре она была самой уважаемой. Долго мы проработали вместе. Однажды я ей даже сказала, Сима, неужели ты уйдешь отсюда так, что мне одну мелодию мне покажи, одну единственную. Она говорит, покажу. И она меня научила Цицилию играть. Вот да. так. Вот. Но я ее не играю. Я только дома ее играю себе. Хочу сказать, что она оставила за собой очень достойную гармонистку. Очень. Можно сказать, даже она больше не копирует свою маму, мою подругу Ирину, а больше, наверное, Симу. Она да? также лиричнее, да. Ее тоже уже после Симы я уже не могу найти лирика. То есть Сима лирик, но и Марина тоже лирик, да? Да. Да. Сима проработала много лет. Потом от нас ушла она уже в училище, в колледж, да? Колледж он так назывался. Но все равно мы контактить не переставали. Вы дружили? Да, да. Ну, Симе большой. Сейчас Зема рассказывает, да, вот как она правда бегала, то одних кормила, да, то за кем-то следила. При этом вот она ежедневно вот просто выглядела так, что как будто она каждое утро начинала свой день с салона красоты. Всегда в прическе, всегда ухоженная, всегда в осанке, всегда вот красиво одета. Просто всегда на шпильке до последнего. На шпильке до последнего. Это вот мы просто всегда приветливо, всегда в прекрасном настроении. Знаете, со сколькими больными вот, пожилыми людьми она ухаживала, плюс дети, плюс муж, плюс семейные какие, ну, она же как бы в доме жила, все равно, она же не где-то в этом вакууме каком-то находилась. И вот хочу такой момент сказать. Наверное, вот за всю мою жизнь я не встречал такого педагога. Вот жаль, что девочки Света с Залиной не смогли присутствовать на этой передаче. Они бы вот очень четко об этом сказали. Вот для всех своих студентов она как мама была. Это реально так. Я помню, когда Залину нашу, значит, украли, она туда поехала Лабура. Да, да. В Сунжу поехала Лабура. Это прям удар был. Это была для нее личная трагедия. Как это ее Залину, значит, вот. И так за каждой студенткой. Каждому своему выпускному курсу она ежегодно, благодаря вот своему авторитету, своим связям, устраивала запись на радио. В обязательном порядке. Ну, это на радио, чтобы записаться в те года, в советские года, это многим артистам не доставалось Зоя Газаева, чтобы она кого-то записала. Она добивалась, чтобы ее студенток записали. После этого она приходила на телевидение ГТРК, вот, да, гостелерадио наше, как называлось раньше. Телевидение СОСР, или, да, так правильно? Северо-Осетинское телевидение. И она им делала обязательно передачу. Это просто... При этом она своих студентов
в своем же классе, у нее там шкафчик был, угощала домашним медом. Она приносила мед, угощала, чаи, то она им помогала чем-то одеваться, то она их кормила, то она их... В общем, реально она для них как была... Вот я второго такого педагога заботливого, правда, не знаю. Передача, автонежаган шкотам передача, фалаюман кодиш передача телевизорей березованным котарах. Он алкатерью сима рбасд мою тен карм рашут нахашт жахта мантах хайдер штей мимо чудодон хайдер. Аж айвадамидаг симая хил хаскадер ама Агваждандер ама агдаujender сафцак таюдиш кадр батфцагна удишоттер Штей зинажахта и шаймана каумида гшкомли каукак шиловы магужака. Удиш манер да бунку жахтай алкаттер тинг айв заумаедер уршаговый же он со вкусом она всегда была одета. Удиш махан денсаг алсамайдер. Я ходак дерод нерма ругону дишир махима кукуштават махта вообще شوالت ودشتم يسورة أما عالسة ما يدري فجمتام يركجعن يعيف زينة دايدر اشتى يخي كتارتا بيرا ورشكتا ودشتى شافل در ناخر جنشتن يرتز يورتز باري فل در نودي ما كدرش شو زرتا يرونا ودر يودر بيرا وارشتون تين سيمين. Марин, как вам кажется, почему вот Булат все-таки на вас обратил внимание? Вот это лирическая, да, составляющая? Да, я хочу сказать, что вот если Сослан говорит, что ему посчастливилось там с Симой, ну, дома побывать, что-то, а вы представляете, как посчастливилось это мне, которая заняла ее место? Вот просто, когда мне Булат говорил, что я тебя готовлю на место Симы Ревазовой, вы понимаете, это как будто он меня куда-то вот на другую планету хотел отправить. Вот у меня такое было чувство, потому что, ну, с детства на слуху Сима Ревазова, солистка оркестра Сима Ревазова. Это у меня на слуху все ее мелодии. Конечно, я все это видела и слышала, приходила и в оркестр, то с мамой там, то с Булатом уже, когда вот училась у него. И он меня начал подготавливать туда, да, уже когда Симе подходило время выйти на пенсию, он уже меня стал готовить. Ну, мне и Сима говорила, что я тоже ему посоветовала тебя, потому что вот она понимала, мы вот с Дзерасой, даже когда были школьницами, ты помнишь, мама твоя нас хотела дуэт нам, значит, сообразить. Да, вот эту мелодию мы учили, но почему-то медицина взяла верх, да, и Дзера все-таки пошла по другой линии, да. Вот, поэтому, конечно, вот это для меня, молодой девушке, тогда в 21 год я пришла в оркестр, это было большое счастье. Это вот реально было большое счастье. Заменить и сесть солисткой в оркестр после такой именитой и любимой гармонистки, это, конечно, была и большая ответственность в том числе. Да, и я все время вот старалась быть достойной, старалась все сделать так, как делала Сима. Да, ну нельзя сказать, что копировала, но потому как все было на слуху, уже невольно даже все это воспроизводилось так, как это делала она. Ну и то, что я лирик, сама по себе лирик. Да, это я. А вот первый концерт именно с оркестром, уже да. Как солистка, вы помните этот день? Конечно, первый концерт с оркестром, может быть, Зема тоже это помнит, у меня был в селении Фарн. И тогда, да, и тогда мне все говорили, это хороший знак. Потому что Фарн в себе несет, да, очень много достойно хорошего. Да. Достойно такой смысл, да.
И я сказала, очень хорошо тогда. Так, ну, вот а вот этот концерт именно Сима принимала участие? Она вот слушала его? Или Нет, она в этом именно концерте не принимала участие, но она меня уже до этого много раз слышала. Она же, когда я входила во всю программу, Сима же помогала. Да, она бывала там, она где-то, может быть, подсказывала мне. Да, и вот как-то они и Булат, в общем, готовили. Ну вот. Но вот чуть ранее Суслан сказал, что это были 3 корифея: Сима Ревазова, Ирина Мистулова, Булат Газданов. Ну давайте тоже вспомним, у нас есть музыкальный номер, посмотрим его. когда у моей мамы, у Ирины Мистуловой, не было еще хроматического инструмента. Она там играет на диатонической гармошке. Я думаю, что уже на заказе был. Да, и Булат Газданов, конечно, это он ее вот буквально заставил заказать гармошку. Она тогда, он свою купил за 500 рублей тогдашними, да. Это был просто шок для всех. А уже мамина гармошка вышла 1800 рублей. Да. Да. А вот у нас сегодня это был тоже шок. Да, гармошка. Это Сима. Это... Вот как раз таки гармошка, вот, которая там на видео есть, это гармошка это Симы Ревазовой, да. Это вот легендарная гармошка, легендарной гармонистки. А можно, Суслан, что-то наиграть? Можно, конечно. Попросим Суслана поиграть вам. Она сейчас как раз во временном пользовании. У меня вот Зираса вот ее предоставила мне вот в такое временное пользование. Мы ее подреставрировали немножко, поухаживали за ней. Руслан любит ухаживать за гармошкой. Но вы на ней играете? Да, конечно. Да, я на ней играю. Она
потрясающая, просто... Вот этот мастер Виктор, да, вот, про которого Марина сейчас сказала, Панасенко, это правда очень дорогие инструменты были всегда. Он как-то умел изготовить тому или иному музыканту именно такой инструмент, который отражал бы вот вообще характер исполнителя. Это просто правда удивительно. Качество. Вот у Газданова вот такой этот инструмент, у Иры там... А у Симы гармошка тоже такая же вот... Нежная, ласковая, с очень таким интеллигентным звуком. Вот на самом деле. И тембр вот такой же тоже содержательный, не крикливый. Вот как Дзера много раз, да, сегодня за время передачи упомянула, что дома у них не принято было громко даже разговаривать. Вот у нее гармошка такая тоже негромкая, интеллигентная. Людмила, а почему так получалось? То есть, вот я не знаю, это свойство мастера было такое. Во-первых, я тоже вот сейчас Суслав меня натолкнул на мысль. Он настолько проникался к человеку, которому он это делал. И у него, он, наверное, еще был какой-то, вот, он чувствовал энергетику человека. И пока он делал, это передавалось инструменту. Вот это Страдивари осетинской гармошки. Это правда. Это удивительно, Вот я не знаю, что наиграть. Да. Зарину, наверное. Что самое еще интересное, вот когда я беру гармошку Симы Ривазовой, мне именно хочется в ее стиле играть. Когда вот беру Ирины Мистуловой, в ее стиле хочется. Когда беру гармошку Булата Гапойчика, как-то само по себе получается в ее стиле. Я же их умел копировать. Потому что он пародирует. Я их пародировал. И что самое смешное было, значит, приду к Булату Гапоевичу и говорю: эй, ама, Сима им нафажман. И я начинал, значит, Симу говорить: ай, да хай за зубахтунай. Ама, дай нам как бы ама нафажман. И начинал Мистулову копировать: ай, один, да хай хурхай. Ама, ама нафажман. И я начинал его копировать, он говорит: ардойна кто-то хуждаруай. Потом то же самое, например, вот придем в гости к Хутуговым, к Ире, и она тоже очень любила за этим наблюдать, и говорит: Сос, а ну, покопируй этот Симу. И я начинал с ним: ой-ой-ой, один в один, ой-ой-ой, а ну, своего учителя покопируй. Ай, никто не отличит, Газданов номер 2. А меня покопируй. Я начинал ей копировать, она говорит: нет, Мистуловой у тебя не получается. Тут прихожу к Симе Ривазовой, и Сима: ну, покопируй мне этот. И тоже начинаю этот Газданов. Ну, ты представляешь, вот один в один. Это вот. А Ира, а Маккурбота Мадаира, я хадагишку веку, что она хоть сама отличает свою игру от твоей. То есть тоже один в один. А меня ты умеешь? Я говорю, он говорит: ну нет, вот Ривазова у тебя как-то не очень выходит. Ну, это, наверное, профессионалы могут отличить. Простой слушатель вряд ли отличит. Ну, мне кажется, отличают, потому что, ну как? А можете нам сейчас наиграть? Стиль игры. В 3 стилях. Нет, в 3 стилях, может быть, не наиграю, но вот в стиле Ривазовой постараюсь, вот, конечно.
Ну, похож стиль, Людмила? Да, И звучание. Да, вот это инструмент. Вот диктует инструмент. Вот, видимо, на самом деле вот у этих музыкантов настолько мощная была энергетика, что вот говорят же намоленный храм, да, как-то вот, вроде как бы и там стены, и тут стены, и там иконостасы. А вот про какой-то храм говорят, люди это вот чувствуют энергетически, что вот намоленный храм. Вот то же самое эти инструменты такие вот, и Симы Гамболовны, Ирины Зибукаевны, Булата Гапоевича, это именно намоленные инструменты, они вот свою вот эту мощную энергетику, мне кажется, я чувствую это, то есть. Спасибо, вот. Спасибо. А была какая-то мелодия, Марин, может быть, самая ее любимая? Или, возможно, она сложная мелодия? Вот что-то у нее такое было? Ну, у нее вообще, в принципе, вот все лирические мелодии, там лирическая танцевальная Лекова, прощальный танец, вот бугоевские, да, вот эти, да, вот, то есть, где вот эта вот кантилена, где вот эта широта, лирика и напевность, это все было ее. Петрова же вместе работали. Ну да, ну не все Петрова было, но прощальная, да, Петрова была. Вот. И, конечно, я думаю, что она тоже с особым, да, каким-то трепетом относилась именно вот к лирической музыке. Да, конечно. И вот от кого это передалось, мне я даже не знаю. Наверное, от нее. Вот на самом-то деле Марина, наверное, сама этого не скажет, но вот как представители оркестра, вот легендарного нашего оркестра «Гость телерадио», как он раньше назывался, сейчас называется Национальный оркестр имени Булата Гапоевича Газданова. Вот за прощальную сейчас заговорили Петрова, да? На сегодняшний день я не вижу, вот вроде каждый год 2 средних учебных заведения каждый год выпускает целый курс гармонистов, да? Где бывают очень талантливые, не очень талантливые, кто-то потом становится музыкантом, кто-то что-то другое, ну факт то, что выпускают, да. Вот на сегодняшний день очень много талантливых, техничных, прям вот мощных музыкантов, да. Но на сегодняшний день я не знаю ни одного музыканта, ни одного гармониста, в том числе и самого себя, кто бы вот так мог сыграть прощальную мелодию. Ну вот разве что только вот у Хутугова это получается. А давайте тогда к этой теме перейдем. Людмил, вот эту историю, когда Петров посвятил эту песню, можете рассказать? Он сначала ей посвятил «Зираж». Была такая, она без названия была мелодия, но ее он посвятил Симе. И назвал Сима. А Сима ему говорит, ну это не осетинское имя, Сима. Да. И тогда слова написал Гигот Сагараев к этой мелодии. И получилась песня «Зираша», которую исполнил Мурат Цирихов. Это можете наиграть ее? Это была удивительная тоже лирическая вещь. Вот ее очень редко сейчас исполняют даже тот же самый оркестр. Почему-то Я знаю почему. Потому что после Мурата Цирихова этот тембр очень сложно найти. Редкое явление в музыке вот, для этой песни. Да. Песня действительно была посвящена маме, но я была тогда маленькая, вот с таким нардским именем Зираса, которое, кстати, мне мой дядя-поэт Михаил Цирихов дал. И у меня есть посвящение, то есть отпечатанный на машинке текст этой песни. С одной стороны, собственноручно написал Гигот Сагараев, что посвящает мне, а с другой стороны Мурат Цирихов. Храню я ее, эту бумагу, как доказательство, что это наше посвящение. Но я, конечно же, понимаю, Господи, что я там из себя представляла, ребенок и ребенок. А за этим стоит, конечно, ну, не знаю, любовь или вот какое-то почитание. Историю про Николая Петрова действительно
Людмила, продолжи. Он действительно относился с особым пиететом к маме. Она же уже была замужем, Сима, в тот момент. Да. И тем не он поработал в оркестре, Петров. Это удивительно, как он опылился атмосферой осетинской, что вот этого человека, не осетина по природе, такие мелодии, которым нет сравнения. Это вот удивительно, как он проникся осетинской мелодичностью. Любовь творит чудеса. Да, и я вот играла ты помнишь, я была в Питере, играла с питерской, оркестр питерской филармонии, и я им сыграла эту мелодию прощальную, да, это тоже народный оркестр. И они так заслушались и сказали, это красота невероятная, а кто автор? Я им говорю, Петров, но они немножко как-то вот так вот, ну как национальная республика, да, и вот русская фамилия Петров. А вы знаете, дирижер говорит, а там что-то есть, какой-то вот мизер, какие-то штрихи русские, да. А наиграйте, пожалуйста, Марина. Ну, поиграй, сыграй. Как получается? Без самостоятельного. Я знаю, что на этой гармошке есть один недостаток. Да, вот этот недостаток меня чувствует. Как красиво! Как красивейшая мелодия. Ну вот как говорят, как рыба в воде. Вот, ну понимаете, я вот играю. И да, и тоже даже вот Сима, это тоже была ее коронка. Это все, конечно. Спасибо нашим композиторам, которые оставили нам такое наследие. Это удивительная кладезь, которую надо вот беречь. Да, Зема, вы хотели дополнить о Булате Газданове еще сказали? Да, я сказала, Сима Ревазова оставила достойнейшую нашу девочку Марину. Также хочу сказать, что Булат Гапоевич, мы заезжали к Булату, мы постояли, поклонились и дальше уехали. И хочу сказать, что и Булат Гапоевич оставил достойного Тенгиза Кумаритова. Да. Он его готовил с самого детства. В это время я работала в лицее искусств, когда он был мальчиком маленьким. Он с тех пор его готовил себе. Заменой, да, заменой. И всем обоим, как мне сказать, не знаю, и Симе, и Булату удалось нам сохранить то, чего они достигали за столько лет. Спасибо вам за то, что вы это все передаете и делитесь своим талантом, своими воспоминаниями в нашей программе в том числе. Благодарю вас за то, что сегодня пришли к нам. Спасибо. Игра Симы Ревазовой заставляла сердце биться в ритме осетинской гармошки, а глубина исполнения покоряли всех, кто хоть раз слышал ее музыку. Очарован игрой и талантом гармонистки был, как сказали наши гости, и автор произведения «Прощальная» Николай Петров. И эта мелодия – его дань уважения, его последний поклон великой артистке. «Прощальная» — это не просто музыка, это воспоминания, это благодарность, это тихая грусть и вечная память, которая будет жить, пока звучит осетинская музыка.